Друзья, вы на канале Сказы сибирского шамана. Приветствую вас в этом лесу. Хочу сказать, что канал будет очень разнообразный, тематики очень интересный, поскольку моя личность многогранная. Я сказитель, белый шаман, немножко художник, немножко музыкант. Я варганист, импровизатор, мастер по изготовлению варганов. Также я пишу стихи, прозу, статьи, научные статьи. Мой творческий псевдоним Р. Сагатох Черонкин. Кто-то наверняка уже знаком с моими произведениями. Здесь на канале я буду выкладывать все то, чем я жил все это время, 53 года. Буду выкладывать то, что будет интересно многим. Все, что касается моего творчества, все, что я обрел за эти годы, какие-то открытия, какие-то изобретения. В общем, очень разнообразная будет сфера. Я не могу долго оставаться без природы. Мне обязательно надо быть здесь, среди деревьев, среди леса, на реке. Без этого вообще немыслима жизнь сибиряка. Знаете, сибиряки относятся к природе как к сакральному храму. Сакральный, то есть связанный с небесным, с духом предков, с миром божеств, с миром духов и предков. На этом канале я буду рассказывать некоторые тайны, которые подсмотрены мною природы. Буду выражать их поэтическим слогом. Также открою некоторые посвящения белых шаманов и образы белых шаманов. Белый — это не причастный никакому злу. Шаманизм, шаманы невозможны без доброты. Доброта — основа шаманов. И любой шаман, когда проходил посвящение, он испытывался и испытывается на то, какого духа он примет. Духа доброты или духа зла. Ну, а смешанным шаманом сложно быть. В основном была полярная такая вот разделение такое полярное. Эти тайны были известны, например, чукотским шаманам. Есть такой интересный образ, чукотский шаман Пойгин. Он ушел в 70-х годах из этой жизни, перешел в мир предков. Я писал статью об этом. Есть отличная книга автора Шундик «Белый шаман». Есть фильм трехсерийный об этом. Ну, я написал статью по своим впечатлениям, то, что очень затронуло мое сердце. Я вам расскажу об Пойгине. Очень интересный человек. Самый такой момент, меня потрясший, это то, что когда нужно было послужить кому-то, то его божество, добрая мать Маржиха, подавала такие потоки доброты, что Бойкина эта доброта буквально затопляла. И когда он начинал служение, эта доброта перетекала в сердце того человека, которому он служил. На этом канале я буду открывать разные тайны. Тайны мироздания, тайны, допустим, индейской трубки, мудрости индейцев. Смотрите описание канала. Приглашаю вас на свой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, задавайте вопросы. Ну, до встречи на канале Сказы сибирского шамана. Ваш Р. Сагатох. Сказитель, сын большой медведицы и полярной звезды. Сибирский индеец, белый шаман. До встречи.